Сегодня у нас первый совет директоров в расширенном составе. Вопросы на повестке дня, основной вопрос вы все ознакомились, и мы вам рассылали, и в прессе были опубликованы последние решения правительства в области энергетики. На повестке дня у нас стоит много других вопросов, много важных задач, важных проблем нам надо решать. В нашей работе повседневной мы все это проговаривали с вами в рабочем порядке. Сегодня нам надо определиться, и так, как мы будем работать, и четко и качественно эту работу выполнять. На совещании присутствует вице-премьер-министр экономики Кристина Константиновна. Я предоставил бы ей слово. Буквально на днях вышло постановление правительства о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Для того, чтобы было понятно, чем руководствовалось правительство, какие меры предлагает и как мы с вами будем их реализовывать на практике, я бы хотела поделиться с вами своим мнением и той позицией, которая сформировалась в правительстве. Решение правительства Республики Абхазия о легализации деятельности по добыче криптовалют обусловлено было следующими факторами. Первое. С 2016 года в республике хаотичным образом стала развиваться деятельность по добыче криптовалют. Отсутствие регулирующих данную деятельность правовых норм привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузок на энергосистему. Фактически прирост объема потребляемой электроэнергии с 2016 года составил почти 30%. В абсолютных показателях чистый прирост составил порядка 420 миллионов киловатт-часов при объеме полезного отпуска электроэнергии потребителям в Республику Абхазия 1,7 миллиардов киловатт-часов. В декабре 2018 года всем известно, что решением правительства был введен запрет на данный вид деятельности. Хотя с правовой точки зрения любое ограничение деятельности, безусловно, должно носить законодательный характер. Данная ограничительная мера, введенная в 2018 году, не носила однозначный характер и не предусматривала конкретных действий и мер ответственности. Фактически правительство республики своим решением запретило деятельность по осуществлению майнинга криптовалют со следующей формулировкой: до устранения условий ограниченности ресурса в энергетической системе, при этом не дав соответствующее поручение организации, являющейся единым оператором, определить этот предел условий ограниченности, что на данный момент является очень серьезным фактором, который, безусловно, спровоцировал бесконтрольность дальнейших действий. Предписания для Черноморэнерго по применению мер по ограничению поставок электроэнергии в адрес этой категории потребителей не были четко определены, не был введен запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. На практике сложилась ситуация, на фоне которой при действующем запрете был спровоцирован стремительный и бесконтрольный рост данной категории потребителей. Прошу обратить внимание на следующие цифры. По информации Государственного таможенного комитета, я ссылаюсь на официальную статистику. Мы с вами, не грубо выражаясь, понимаем, что существует еще и другая статистика, которая не формируется в официальных статданных. По информации Таможенного комитета, за период с 2017 года по состоянию на сегодняшний день в республику было ввезено оборудование для майнинга криптовалют на общую сумму свыше 80 миллионов рублей. В том числе с января 2019 года, то есть после введения запрета на эту деятельность, в республику активным образом ввозилось оборудование на общую стоимость порядка до 70 миллионов рублей. В связи с приведенными выше обстоятельствами, отсутствие мер по контролю и регулированию деятельности по добыче криптовалют привело к неконтролируемому росту дефицита электроэнергии и значительному выпадению сумм доходов. Фактические потери Черноморэнерго ввиду отсутствия правовых норм взимания платы за потребляемую этой категории потребителей электроэнергии в расчете на действующий тариф, то есть 85 копеек для юридических лиц, составили порядка 360 миллионов рублей. Если бы тариф был установлен, как мы сейчас предложили
в размере рубль 50, то доход Черноморэнерго только от этой деятельности за весь период, который мы прошли с момента запрета, составил бы порядка 600 миллионов рублей. Я думаю, для Черноморэнерго, такой крупной компании с таким большим грузом технических проблем, этот доход мог бы помочь в решении каких-то задач. Поэтому я думаю, это является очень важным и существенным фактором. Де-факто произошел перекос в финансовой отчетности Черноморэнерго. Ввиду отсутствия платежей от деятельности майнинга криптовалют, объем дебиторской задолженности, безусловно, вырос, так как расчет поступлений в любом случае должен вестись от количества отпущенной в энергосистему электроэнергии потребителям. И, соответственно, этот объем, безусловно, должен был быть отфиксирован в отчетности и фактически выглядит как отсутствие оплаты населением, потому что такой категории потребителей, как деятельность по майнингу криптовалют, фактически в тарифной сетке отсутствует. Соответственно, весь объем поставленной электроэнергии в адрес этой категории потребителей отражен в дебиторской задолженности как задолженность других, то есть иных потребителей. Для ясности хочу привести следующие цифры. Общая задолженность за потребленную электроэнергию всеми категориями потребителей, накопившаяся за весь послевоенный период, по Черноморэнерго составляет 1,8 миллиардов рублей. В том числе, это очень важно, в том числе задолженность, образовавшаяся в период 2017-2020 годы, 866 миллионов рублей. Ну, я думаю, что эти цифры намного убедительнее, чем любая теоретическая часть, к которой я могу сейчас апеллировать. И, то есть, соответственно, почти 50% задолженности приходится именно вот на период 17-20 год. И эти цифры нам абсолютно однозначно демонстрируют наличие очень явно выраженных серьезных проблем в этом вопросе. Соответственно, 90% задолженности, учитывая данные инвентаризации Черноморэнерго по категориям потребителей, фактически при 92% приходится на задолженность населения. Безусловно, проблема задолженности населения за потребленную электроэнергию – это проблема, имеющая под собой основанием есть. Это однозначно у нас и без этой ситуации, которую мы сегодня обсуждаем, у нас большие проблемы с неплатежами, и мы должны в этом вопросе с вами выработать понятные, предметные подходы к решению этой задачи. Действующий тариф, который сегодня существует в республике для всех категорий потребителей, действует уже порядка 9 лет. И в этом вопросе нужна понятная государственная позиция, потому что содержать энергосистему республики в отсутствии финансовых возможностей физически невозможно. Поддерживать в технически приемлемом состоянии Черноморэнерго, действующую энергосистему республики, с такими платежами и с такими доходами не может. Соответственно, наша с вами задача в контексте развития всего вопроса понять, какие подходы должны быть предложены для того, чтобы население платило и все категории потребителей понимали, что за поставленный товар, безусловно, надо платить. Также хочу обратить внимание, Михаил Валерьевич и всех коллег, что, конечно, проблема с долгами Черноморэнерго, она касается не только платежей в адрес Черноморэнерго, но и также платежей в адрес бюджета республики. На сегодняшний день за Черноморэнерго числится общая задолженность по налоговым платежам и отчислениям во внебюджетные фонды на общую сумму почти 223 миллиона рублей. И хочу обратить внимание, что в том числе 120 миллионов – это период образования 17-20 год. Хотела бы коротко коснуться тех мер, которые предлагает правительство. Своим решением правительство легализовывает данную деятельность с целью определения правовых условий этой деятельности на территории Республики Абхазия, урегулирования процесса потребления электроэнергии и понятной, адекватной оплаты за потребленную электроэнергию. В качестве обязательных условий осуществления данного вида деятельности предусматривается следующее.
осуществление деятельности исключительно субъектами предпринимательской деятельности, зарегистрированными в установленном законодательством порядке. Это могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. То есть бизнес в данной ситуации мы не ограничиваем в выборе организационно-правовой формы деятельности. Важным и ключевым обстоятельством является необходимость предоставления сведений об используемом оборудовании. Следующий этап – это, безусловно, получение технических условий для присоединения к сетям единого оператора. Ну и, безусловно, оплата за электроэнергию. По нашему мнению, это только первый комплекс мер, который позволит нам начать регулировать данный процесс. Следующий этап: в течение месяца Министерством экономики должны быть инициированы проекты законодательных актов для внесения их в установленном порядке в парламент Республики Абхазия с целью определения условий осуществления деятельности, то есть данная деятельность должна быть лицензируемая, должны быть понятны критерии отнесения тех или иных субъектов предпринимательской деятельности к данному виду деятельности. И, соответственно, как самая главная мера, это возможность применять значительные меры административного воздействия за нарушения, которые будут выявляться в ходе реализации этих мероприятий. И в период запрета, и сейчас я должна обратить внимание на то, что, понимая, что бизнес действовал вне рамок правового поля, но точно могу сказать, не без участия энергетиков, потому что подойти к объекту энергетики и подключиться, поняв, какую мощность можно получить, сами субъекты предпринимательской деятельности без помощи энергетиков сделать не могут. И в этой ситуации нам, наверное, не следует обращаться в соответствующие органы, искать возможность привлечь людей, которые нам помогут с вами в выявлении незаконной деятельности. Вы знаете об этом лучше, чем кто-либо. Поэтому в этой ситуации мы с Михаилом Валерьевичем рассчитываем на то, что будет безусловное, понятное отношение к данному вопросу. Принципиальность позиции правительства и руководства Черноморэнерго в данном вопросе будет безусловной, и я хочу, чтобы вы эту информацию приняли к сведению. Далее хочу отметить, что с целью регулирования процесса дефицита мы применяем также меру ограничительного свойства, которая будет направлена на то, чтобы у Черноморэнерго была возможность контролировать процесс потребления электроэнергии в период острого дефицита либо перетока электроэнергии. Для нас с вами это понятие не новое. Хочу сказать, что по вопросу дефицита, веерных отключений и перетока, это история, которая сложилась не вчера и не образовалась она в 2020 году. Для общего сведения хочу привести некоторые цифры. В 2016 году объем перетока электроэнергии в целью покрытия дефицита в республике составил 108,32 киловатт-часов на общую сумму 221. В 2017 195 на сумму 550 миллионов. В 2019 69 на сумму 190, в 2020 198 на сумму 619. Хочу сказать, что все суммы, которые я озвучила, за исключением объема полученного перетока в 2020 году, оплачивались за счет средств Республики Абхазия. В 2020 году задолженность уже сформированная составляет 619. Энергетики знают, что переток осуществлялся в период февраль-март и частично январь. И эта сумма на данный момент является задолженностью Республики Абхазия за потребленную электроэнергию. Кроме того, несколько лет обсуждается вопрос необходимости, технической необходимости реконструкции деривационного тоннеля. И достаточно предметно известно сотрудникам Черноморэнерго, что такая работа планируется в 2021 году, в период с февраля по май. То есть где-то в среднем порядка 3,5 месяцев.
Расчетные показатели объема потребляемой электроэнергии за этот период могут составить порядка до 700 миллионов киловатт-часов. И суммарно эта сумма может составить порядка 1 миллиарда 600 с лишним миллионов рублей. Это та нагрузка, финансовая нагрузка, которая ложится на плечи абхазской стороны, по которой нам необходимо вести консультации и переговоры для того, чтобы Абхазия не осталась без света в этот период. Кристина Константиновна все очень наглядно, по-моему, характеризовала. Это и есть следствие всех наших проблем. Это и есть следствие того положения, в котором находится само предприятие, энергетика в целом. Очень тяжелого положения, из которого всем нам надо вместе выходить. Я могу подтвердить, что есть полное понимание и взаимодействие с Министерством экономики и поддержка во всех вопросах. Есть полное понимание руководства всех проблем энергетики. Это, наверное, то, чего вот в предыдущие годы очень не хватало всем нам и в частности тем, кто работает непосредственно на местах. Я хочу вам сказать, что без серьезных мер, без жестких мер, без равноудаленного подхода, без наведения порядка в энергосистеме, да, на каждом ее участке, нам не обойтись. Уже начали какие-то мероприятия, которые ощутимые принесли результаты, и мы пойдем по такому же пути дальше. Выявлять особо крупных, у нас есть списки динамики по всем подстанциям, где самый крупный рост нагрузок. Создана группа реагирования и будем проводить обследование, отключение, но не так однозначно все можно делать, все отключать, и будем решать, где, как и почему, сколько можно, не с точки зрения только местных возможностей, а с точки зрения всей энергетики, трансформаторных возможностей, линий возможностей. Это вот все вместе, что мы с вами сидели, обсуждали, процесс будет другой. Человек, явившийся или уже подключенный, выявлен, приходит сюда себя легализовать. Есть технический отдел, который имеет все параметры возможностей у нас. И смотрим место, позволительная, допустимая мощность, ваша информация с учетом зимних нагрузок, запасом роста этого самого, будем на этой площади давать какую-то определенную мощность, добро давать на подключение или легализацию существующего. Человек, который будет приходить за разрешительными документами, вы предъявляете, мы представим вам весь список документов, которые... Это после того, как с Кабинета министров будет разрешительные документы иметь, приходит, мы собираем перечень документов, которые он должен иметь при себе, даете свои местные возможности в распредсетях, линии, там, трансформаторных мощностей. Здесь, когда собираем всю эту информацию, технический отдел будет рассматривать общее состояние не только этой линии, а всего этого, ну, от подстанции 100, допустим, исходит, линии 110, все в комплексе. Что я хочу сказать? То, что там где-то на месте позволительно трансформатор имеет, это еще не значит, что все знали, и те, которые сегодня нас слушают, и те, которые хотят там подключиться, да, там, если трансформаторная мощность, там какой-то запас имеет, это не значит, что там можно это самое. Очень много последовательных этих лестниц до высоких этих самых, где вся цепочка должна быть задействована, выявлена и посчитана возможность подключения данного абонента. Скажите, пожалуйста, районный РЭС, вам информацию о том, по их мнению, где наибольшее потребление и, соответственно, наибольшие нагрузки, по их мнению, где подключены Кристина Константиновна, операторы, есть? А почему на этом акцентирую внимание? Я, безусловно, уверена в том, что процентов на 80 в районах знают, где стоят фермы, и меня никто не переубедит в том, что эта информация должна формироваться в Черноморэнерго. Она уже есть в районах, и я прошу убедительно, чтобы районные РЭС сами инициировали направление сюда информации по предварительным спискам тех объектов, которые где-то подключены в соответствующих районах. Я думаю, что такая информация у них есть. Всем обязали, они все прислали имеющуюся у них информацию, но есть. Это далеко не полная.
далеко не... Значит, озадачены были все руководители на местах. Всю имеющуюся информацию они прислали. По Беслахубе это руководитель обратился с просьбой. Наша рабочая группа, созданная специально для этого дела, выехала и отреагировала. Мы докладывали вам, как эффект положительный. Определили нагрузку, которая допустима. В принципе, там и с населением теперь все в порядке. И этот вопрос, в принципе, отрегулирован. Но это только один фидер из 33, который есть в Очимченах. Руководители все здесь сидят. И, безусловно, эту работу мы будем продолжать в повседневном порядке. Такую же информацию нам представили и из других районов. Вы совершенно правы. Конечно, не полная, наверное, не на 100%, но информация в районах наши коллеги владеют. Как мы с вами будем налаживать процесс контроля учета потребляемой электроэнергии, потому что в рамках подготовительного процесса к постановлению, которое приняли недавно, мы очень предметно этот вопрос обсуждали, потому что это, на мой взгляд, одна из первостепенных задач налаживания учета потребляемой электроэнергии всеми категориями потребителей. Такая работа нами была начата в 2011 году, когда за счет средств российской финансовой помощи и незначительным объемом мы участвовали своими финансами, имеется в виду из бюджета республики, была начата программа по установке приборов учета. Практически за неполных 4 года было установлено, если мне память не изменяет, порядка 18 тысяч приборов учета. В том числе охват юридических лиц на тот период был в объеме 100%, и мы постепенно начинали подключать население. Вот. Поэтому хотелось бы спросить, как видит Черноморэнерго реализацию этого проекта, возможно, частично использовав средства, поступающие в виде дохода от деятельности, связанной с майнингом криптовалют, и именно для этих целей. Может, Зураб Сергеевич, вы прокомментируете, как мы это будем делать? Когда перешли к безличным отношениям между абонентом и компанией, платежеспособность выросла. То есть приборы учета показали себя хорошо, оплата по ним идет хорошая. Если взять в среднем оплату по физическим лицам, то получается, что по приборам учета именно удаленным, таким как АСКУ, оплата почти 90 с лишним %. Что опять же говорит о том, что опыт положительный есть, его нужно развивать. Мы действительно планируем это сделать. Часть средств, которая действительно будет поступать с легализацией майнинга, пойдет на эти вещи, на иные, которые связаны с жизнедеятельностью компании, безусловно, но и на развитие этой положительной, скажем так, тенденции по оплате. В частности, мы уже ведем переговоры с поставщиками с Российской Федерацией о новых системах учета, притом это приборы, которые будут видны здесь, у нас, в диспетчерской, безусловно, дистанционные. Да. В ближайшее время мы ждем официального заключения с технической документацией состояния энергосистемы Республики Абхазия, с рекомендациями по приоритетности выполнения конкретных задач не только технического плана, но также и нормативного плана, потому что в сфере энергетики необходим комплекс нормативно-правовых актов, определяющих правила, действия и функционирование объектов энергосистемы Республики Абхазия. Второй ключевой вопрос, который мы обсуждали в рамках нахождения здесь рабочей группы с Российской Федерацией, это согласование технической схемы поставок электроэнергии на период остановки Ингургэс. Формат обсуждения данного вопроса открытый. В ближайшее время планируется совещание с участием Черноморэнерго и технической службы непосредственно Черноморэнерго для определения тех вариантов, которые будут предлагаться с точки зрения того, насколько это возможно использовать здесь. Поэтому просьба к Черноморэнерго, в принципе, не только в контексте этого вопроса, а в принципе очень предметно информировать общество в рамках ваших возможностей для того, чтобы население было информировано о том, что мы с вами делаем для того, чтобы решить эти сложные задачи. Огромная просьба к нашим жителям, к населению не реагировать на всяческие вбросы в социальные сети, которые носят как минимум провокационный характер. Всю информацию, Кристина Константиновна, о всех наших действиях, о всех наших решениях мы будем заблаговременно вывешивать на своем сайте и информировать обо всем населении через средства массовой информации. Просьба доверять только официальной информации.
Также по верным отключениям, Михаил Валерьевич, тоже очень злободневная тема, и людей это очень беспокоит. Тема верных отключений возникла не в 2020 году. Верные отключения использовались на протяжении последних лет, и они были вызваны исключительно объективными факторами, ростом, бесконтрольным ростом потребления электроэнергии, техническим состоянием энергосистемы республики и ряд других обстоятельств. Более того, тут Тимур Леварсанович и другие специалисты, наверное, подтвердят те цифры, о которых я говорю. Вот все мероприятия, которые мы с вами планируем реализовать, а мы должны принципиально их реализовать, раз такие обязательства на себя взяли, должны привести к экономии электроэнергии. Это, безусловно, самая главная цель, к которой мы стремимся. Это первый вопрос. И второй вопрос – улучшение технического состояния наших объектов энергосистем. Ведь на сегодняшний день, если брать баланс Черноморэнерго и считать выходы генерации и, значит, поставку электроэнергии потребителям, у нас технические и коммерческие потери составляют 40%. То есть 40% электроэнергии сегодня уходит в землю, остается без оплаты и фактически не может быть принята к учету как фактически де-факто поставленный товар. При нормативе, если мне память не изменяет, 17%, да, Тимур Леварсанович? Вот это тоже та область проблем, которую тоже необходимо держать в поле своего зрения, пытаться достаточно активно в этом направлении работать. Мы понимаем всю ответственность, которая стоит перед нами. Решения правительства и как мы их будем осуществлять, мы будем докладывать вам практически в ежедневном режиме.